Слушай внимательно, дорогой друг, и позволь этим небесным словам войти в твое сердце. Пусть мое сообщение будет в центре вашего внимания. Я искренне ищу твоего покоя, чтобы облегчить ношу, которая лежит на твоих плечах, чтобы развязать цепи беспокойных ночей и господства печали. Не позволяйте теням отчаяния снова затмить ваш путь. Моя любовь к тебе огромна, как горизонт, и проявляется бесчисленными способами, но я хочу, чтобы ты не только увидел, но и погрузился в эту глубокую любовь. Откройте свое сердце сейчас и поделитесь со мной глубинами своей души. Вы жаждете новой главы в своей жизни, вы жаждете освободиться от безжалостной хватки стресса, ваше сердце жаждет принять радость. Поделитесь со мной своей правдой сейчас. Если вы действительно хотите выйти из глубины, прислушайтесь к этим словам. Начните сегодня, не откладывайте больше. Увидьте меня перед собой, готового развеять ваши сомнения и поговорить прямо с вашим сердцем. Ты признаешь мое существование, мое постоянное присутствие рядом с тобой не нуждается в дополнительных доказательствах. Однако я принесу знамения не только для вашей веры, но и для того, чтобы показать окружающим могучую силу, которая с вами. Начинайте каждое утро с благодарности, даже если ваш разум устал, даже если его затуманивает смятение. Закройте глаза в молчаливой благодарности. Будьте благодарны за дар жизни, свободу общаться со мной, даже если это маленькое семя веры. Будьте благодарны окружающим, которые, несмотря на свои недостатки, хранят в своих сердцах любовь к вам. Будьте благодарны за свою способность думать, читать и воспринимать эти слова, потому что у вас есть сила изменить свою точку зрения. Выражая свою благодарность, скажите: «Я благодарю Тебя за все, мой Господь». На каждом рассвете сосредоточьтесь на позитиве, на чистом, на добром. Во всех ситуациях, даже самых неспокойных, ищите свет, проблеск надежды, светлую сторону вещей. Помните, сын мой, дочь моя, что испытания, с которыми ты сталкиваешься, предназначены не для того, чтобы сломить тебя, а для того, чтобы укрепить твой дух. Вот вы стоите или на коленях, но уж точно живы, а не побеждены. Напряженные битвы, в которых он участвовал, не только испытали его, но и укрепили. Я понимаю, что боль и испытания были для вас ужасающими, но вы мужественно глубоко вздохнули и выдержали бурю, чтобы получить мое руководство. Итак, в начале каждого дня найдите минутку, чтобы закрыть глаза и выразить благодарность за все, будь то радостное или сложное. Эта практика благодарности при любых обстоятельствах постепенно преобразит ваше сердце, подняв вас в духовную сферу, выходящую за рамки обычного. В этом священном пространстве вы увидите за пределами поверхностного страха перед проблемами, вы увидите за каждым испытанием скрытое благословение или урок, обогащающий вас мудростью, гораздо большей, чем просто мирские достижения. Вы будете наделены глубокой и могущественной мудростью. Многие могут претендовать на мудрость, но вы – дар вашего Небесного Отца. Другие могут считать себя мудрыми, но вы – получатель божественной мудрости, священного потока, текущего с моего трона. Эта мудрость – плод вашей ежедневной практики благодарности, и в свете вашей души радость наполнит ваше сердце, когда вы с благодарным духом войдете в мое присутствие. Уверяю вас, начинайте каждый день с благодарности. Итак, ищите силу и руководство в моем слове.
Слушайте эти послания с молитвенным сердцем, записывайте их и делитесь ими с любовью. Я обещаю вам, что сегодня и в последующие дни вы и ваша семья будете обильно благословлены. Время изобилия заменит ваши текущие потребности. Мои обещания тверды, они сбудутся для тех, кто ждет с верой и терпением. Я глубоко осознаю ваши потребности и то, что принесет пользу вам и вашей семье. Мои планы на вас сильны. Не пугайтесь проблем, с которыми вы сейчас сталкиваетесь, откройтесь словам, которые я передаю вам, и сопротивляйтесь искушению реагировать гневом или негативом на проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. Позволь мне нежно украсить твое лицо улыбкой и помазать твою голову священным маслом моего Святого Духа, рассеивая туман смущения и вредных помыслов. Не думайте, что я накажу вас за ваши ошибки и их последствия. Ты перенес испытания и страдания, но я не буду использовать свою силу, чтобы довести тебя до отчаяния. Прошу вас не приписывать мне свои потери, я ничего у тебя не брал. Помнишь ли ты время, когда я забрал благословения, которые даровал тебе? Я не обманщик и не заговорщик против вас. Пожертвовав собой на кресте, зачем мне проклинать тебя? Ты вернулся раскаявшимся, отвернувшись от греха, и я простил тебя. Вам прощены ваши прегрешения. Что его тогда останавливает? Не поймите неправильно мои действия, если вы столкнетесь с препятствиями, если возникнут конфликты, и если кажется, что ваши противники на мгновение одерживают победу. Не поддавайтесь страху или гневу. Я вас не виню, и если кто-то заставил вас поверить в обратное, ищите правду у того, кто вас обманул. Разве вы не погрузились в мое слово? Я всемогущий Бог, я люблю тебя бесконечной любовью и предлагаю тебе вечную жизнь. Это нетривиально, держите его крепко. Если это послание доходит до вас и так или иначе находит отклик в вашем сердце, дорогой сын, дорогая дочь, пожалуйста, выразите это в комментариях, написав: «Мне это было нужно». Найдите тихое место, чтобы исповедоваться передо мной в своих грехах, выразить свои сомнения, освободить свое сердце от вопросов. Держитесь за свою веру, в первые часы расширяйте свою душу, плачьте, если нужно. Я желаю, чтобы вы раз и навсегда освободились от раскаяния и вины. Я коснусь твоего духа, освещая прекрасный план, который я осуществил. Не расстраивайтесь и не окутывайте себя печалью из-за происходящих вокруг вас событий. Признай мою любовь к тебе, я не сержусь, у меня нет на тебя обиды. Вам не нужно страдать. Я сделаю это еще яснее. Чтобы ваша вера в меня была непоколебимой, я буду говорить с вами на рассвете, открывая мою славу вашему духу, чтобы она была свидетелем. Вы почувствуете это внутри себя, вы проснетесь, и прекрасное чувство полностью окутает вас. Я открою тебе свою сверхъестественную и вечную любовь, стирая все сомнения в том, что ты принадлежишь мне. Ты мое сокровище, день и ночь я смотрю на тебя с чистой и нежной любовью. Отбрось свои сомнения обо мне. Подумайте вот о чем, какова была бы цель причинения вам страданий. Вы понимаете, что действия имеют последствия, неудачный подход может привести к невзгодам. Как ты знаешь, но знай, что я не веду тебя к гибели, а терпеливо жду, когда ты будешь искать моего присутствия, чтобы мы могли вместе поразмыслить над твоими ошибками.
Я твой Бог, твой Отец, твой друг, твой судья и еда, поедающий огонь. Однако никогда не забывайте, что я также ваш защитник, ваш защитник. В моих руках доказательства твоего искупления через мою жертву, твои грехи оплачены. Это правда, в этом мире ваши действия могут иметь последствия. Но даже в этих испытаниях я здесь, чтобы принести вам облегчение. Я желаю, чтобы вы извлекли уроки из своего опыта, чтобы вы больше не грешили, чтобы вы жили, не причиняя вреда. Если вы избежали подобных ошибок, стойте твердо, смело предотвращайте зло. Я хочу, чтобы твоя душа радовалась моим благословениям, радовалась свободе, которую я предлагаю. Приходите ко мне смело, без страха, молясь за свою семью и с верой ожидая благ, которые вы ищете от меня, даже если то, что вы получите, отличается от того, о чем вы просили. Верьте, что я предоставлю вам что-то еще лучшее. Мой дорогой сынок, моя дорогая дочь, не подумай ни на минуту, что я сержусь на тебя. Моя любовь к тебе безгранична, и в моих объятиях ты всегда найдешь любовь и ласку. Мои обещания верны, и если ваше благословение еще не пришло, то это не из-за нежелания. Всему свое время под солнцем. Наберитесь терпения, и вскоре ваше сердце переполнится радостью и счастьем. Подтвердите это, напишите в комментариях, провозгласите вслух: «Я верю». Не бойтесь, я – решение, ответ, ключ ко всем вашим дилеммам. В глубине души ты знаешь, потому что я много раз говорил тебе, как пастырь, что никто не будет скучать по тебе. Какими бы ни были обстоятельства, вы беспокойтесь о будущем, своей карьере, своей работе, решениях, которые вас ждут. Вы боитесь потерять средства к существованию, быть отвергнутыми или упустить возможности. Вы чувствуете себя окруженным негативными голосами, сговорившимися против вас. Но послушайте меня внимательно и позвольте этой истине усвоиться: не бойтесь. Моя сила бесконечно больше и мощнее любого испытания, с которым я могу столкнуться. Не бойтесь ничего, никого, ни тех, кто кажется влиятельным, ни тех, кто проводит утро в заговоре, чтобы обескуражить вас. Они выбирают свои слова, чтобы причинить тебе боль, но со мной ты в безопасности. Его единственная цель – подорвать ту хорошую работу, которую я начал над тобой. Я приглашаю вас найти момент спокойствия, место уединения. Закройте глаза, не нужно говорить много слов, просто молчите и слушайте. Мой голос проникнет в глубину твоей души, обнажив скрытые раны, боли, которые будут тебя в первые часы, иногда не понимая почему, оставляя тебя открытыми в темноте глазами, затуманенным смятением разумом. Вы можете не знать, что думать или делать, опасаясь того, что приготовил для вас день, а с наступлением ночи к вам снова подкрадывается одиночество. Но я говорю вам: приблизьтесь ко мне, предстаньте передо мной. Даже если твое сердце молчит и текут слезы, знай, что я люблю тебя. Я держу тебя с собой, потому что каждый может попытаться утопить тебя в печали, но я окутываю тебя своей любовью. Другие могут ожидать, что вы потерпите поражение, но мой Святой Дух приближается, поднимает вас и шепчет: «Встань, мой сын, моя дочь, мое драгоценное сокровище, держись, будь мужественным, ты вне опасности». Держите эти слова близко к сердцу, особенно перед сном. Вы должны услышать их, каждое слово. Они питают вашу душу, приносят покой вашему духу, ваше пространство сияет моим божественным присутствием.
Откройте ненадолго свои духовные глаза, чтобы увидеть воинство небесное, защищающее вас от зла мира. Обещай мне, что не забудешь этого. Выключая свет перед сном, читайте такие слова: «Я остаюсь под защитой Всевышнего. Я окутан любовью под сенью Всевышнего». Помни, что даже если мир смеется над тобой, мой взгляд на тебя полон любви. Я люблю тебя и принимаю тебя таким, какой ты есть. Я знаю ваши мечты и стремления. Наступит время, когда вы будете стремиться к значимым изменениям в своей жизни, оставив позади поглотившие вас вредные привычки. Наступит день, момент, когда ты научишься ценить себя, любить себя и заботиться о себе. Это не эгоизм, это мой приказ. Помните, любите ближнего своего, как самого себя. Вы должны осознать и принять свою истинную ценность. Это понимание не приведет вас к высокомерию. Наоборот, я дам тебе сострадательное сердце, чтобы сострадать страждущим. Однако вы также будете полностью осознавать свою ценность и потенциал. Вы с радостью примете дары и благословения, которые я дарую вам. Я благословляю тебя из любви и желания, а не из-за твоего совершенства. Я вижу ваши ошибки и ваши слабости, но я также вижу ваши сильные стороны и ваши таланты. Мои благословения приходят к вам по благодати и милости. Это суть моего сердца. А теперь скажи мне, ты веришь в это? Если да, поделитесь со мной в комментариях. Напишите «Я верю». Я хочу видеть ваше сердце полным веры и вашего позитивного настроя. Слушай внимательно, я буду мощно защищать тебя от тех, кто противостоит тебе. Доверься мне и сохраняй спокойствие. Не реагируйте на провокации. Никогда не ищите мести. Придите ко мне в молитве и поделитесь своим сердцем. Я утешу тебя и раскрою тебе свои планы относительно твоей победы и триумфа. Относитесь серьезно, когда другие пытаются разрушить ваши надежды, ослабить ваш дух и разрушить ваши мечты. Они могут попытаться, но у них ничего не получится, если вы будете твердо стоять в своей вере и не колеблетесь. Если вы будете стоять на своем, ваши враги будут запуганы вашей силой, смелостью и непоколебимой уверенностью. Они могут бросать пламя и лгать, но тебя защищает моя божественная защита. Мои ангелы готовы, по моему приказу, по моему сигналу. Они навсегда сорвут планы тех, кто обвиняет тебя. Ваши недоброжелатели уйдут и больше не будут вас мучить. Я предоставлю вам ресурсы и идеи для вашей подготовки. Я окажу вам благосклонность влиятельных людей, двери, которые нужно открыть, откроются, тем самым обеспечив вашу победу. После испытательного срока вы станете сильнее и счастливее. Вы слышите эти слова, потому что запланировали для себя благословенное будущее. Вы чувствуете пыл в своем сердце и твердую решимость не сдаваться. Ради своей семьи его сильная вера и характер вселяют страх в противников. Когда вы услышите это обещание, подумайте, кого вам следует бояться. Ни одна сущность не сможет причинить вам вред. Не дайте себя обмануть дикими историями, утверждающими, что силы превосходят мои, включая заклинания, колдовство, проклятие или басни. Помните это, никакое заклинание не имеет над вами власти. Отвергните разочарование этого мира.
Моя кровь была пролита на кресте, и в тот день были обесчещены все силы зла. Бремя ваших грехов было зафиксировано на этом кресте. Однако иногда ваши обвинители пытаются запугать вас ненужными напоминаниями о прошлых ошибках, стремясь вселить страх. Живите настоящим, потому что благословение здесь и сейчас. Никакого вреда тебе не будет, пока ты доверишь мне свою жизнь и свое сердце. Вы свободны от всех проклятий, долгов, недугов и болезней. Это правда, и она останется. Наполнитесь смелостью, ваше путешествие продолжает разворачиваться. Не отвлекайтесь на изгибы и повороты на своем пути. Сосредоточьтесь на успехе и благословениях, которые вас ждут. Разными способами я постоянно демонстрирую свою глубокую любовь к тебе. Я призываю вас держаться за свои мечты, верить, и, проявив немного больше терпения, вы увидите, как ваша мечта сбудется. Во времена невзгод и когда препятствия встают на вашем пути, помните обещания, которые я дал вам, и времена, когда я вел вас к вашей судьбе. Развивайте благодарность в любых ситуациях и не верьте, что о вас забыли, потому что это никогда не бывает так. Эти мысли – семена, посеянные злыми силами. Не позволяйте им проникнуть в ваш разум. Усталость – это естественное состояние, и тело, и разум имеют свои пределы, но отдых обязательно придет. У каждого сезона есть своя цель – время действовать и время отдыха, время для испытаний и время для размышлений. Ваша вера может поколебаться, и могут возникнуть трудности, когда вы отвлечетесь от выбранного пути, пренебрегаете моими учениями и впадете в всепоглощающие волны поражения и негатива. Многие могут помешать вашему успеху, но не бойтесь. Сосредоточьтесь на том, что действительно важно и имеет первостепенное значение. На вашей стороне величайший воин, ваш высший чемпион, Создатель всего. Я, ваш Небесный Отец, здесь, чтобы сражаться за вас. Ваши противники могут приблизиться с угрожающими криками, но они отступят в позоре и поражении, упав в пропасть и никогда не осмеливаясь вернуться. Ваша победа, ваш триумф уже в пути. Посмотрите на это своими глазами или предложите в великолепное наследство своим потомкам, которые пожнут плоды вашего труда. Слезы и страдания, ваши слезы были посеяны в плодородную почву вашей надежды, даже если они не расцветут до тех пор, пока вы не присоединитесь ко мне в Царстве Небесном, мы с вами будем радоваться свыше, становясь свидетелями исполнения обещаний. Я сделал тебе. Я сделал это. Не отчаивайтесь, продолжайте идти вперед, ведь ваши усилия будут вознаграждены. Я возложу венец победы на твою голову. Вы вот-вот получите желаемый ответ, и сегодня я изменю вашу жизнь, признав вашу стойкость, вашу непоколебимую веру и вашу приверженность. Чудо, которое должно произойти, наполнит ваше сердце огромной радостью. Услышьте мой голос сейчас и приготовьтесь получить ваше благословение. Раскройте руки, очистите сердце от сомнений и недоверия, ведь то, что сегодня приходит в вашу жизнь, превосходит все прежние ожидания. Я услышал ваши ежедневные молитвы, молящие о возможности открыться, и теперь я провозглашаю эту дверь широко открытой. Скоро все, о чем ты меня просил, сбудется. Вы с уверенностью примите то, что я вам предлагаю, и не отклонитесь от того, что я вручаю вам. Ты доверяешь моей силе,
Если ответ «да», напишите в комментариях. Я верю в силу Божию. Даже если ваши проблемы кажутся непреодолимыми, даже среди непрекращающихся испытаний, даже когда дела идут не так, как планировалось, помните, я ваш Бог, и я контролирую всю ситуацию и вашу жизнь. Оставайся сильным в вере, смотри в небо и всегда держи голову высоко, потому что я никогда не обманываю, никогда не терплю неудачу, никогда не проигрываю битву и никогда не оставлю тебя. Почувствуйте сейчас, как мир, который я посылаю вам, начинает наполнять спокойствием ваше сердце. В этом мире можно довериться и обрести покой, пережить свои мечты и снова поверить в любовь. Простите тех, кто обидел вас, и обретите мудрость, чтобы понять, кто заслуживает второго шанса. Наберитесь смелости сказать «нет» и откажитесь от нездоровых отношений и токсичной дружбы. Моя любовь к тебе – вечный договор. Я заявляю о своей любви, написанной и подтвержденной моими устами, скрепленной моей кровью. Моя преданность непоколебима, мое обещание нерушимо. Вы всегда будете занимать особое место. В моем сердце каждая звезда ночного неба была создана, чтобы освещать ваш путь во тьме и напоминать вам о вашем статусе возлюбленного. Солнце, излучающее сверху тепло, создано для того, чтобы ты почувствовал объятие любви невидимой, но такой огромной, что она рассеивает все тени из твоей души. Чувствуй мою любовь каждую ночь перед сном и переживай ее заново каждое утро, когда встаешь, чтобы встретить новый день жизни. Почувствуйте себя любимым и доверьтесь этой любви, которая, несомненно, реальна, а не фантазия, не плод воображения. Любовь, которую ты ищешь в жизни, это то, что я вливаю в твою душу. Я дарю вам что-то настолько прекрасное и глубокое, что это изменит ваш взгляд на жизнь. Если вы принимаете это в свою жизнь охотно и с распростертыми объятиями, покажите мне свою готовность в комментариях, написав «Я принимаю это, Господи, я люблю Тебя». И мне очень важно, чтобы ты жил, чтобы у тебя были силы противостоять любому шторму, каким бы большим он ни был, чтобы ты мог идти по морским волнам и не утонуть в трудных водах. Ваши ноги выдержат даже самую сильную жару пустыни. Ты есть у меня, и я дам тебе силу, которая тебе нужна. Моих обещаний достаточно, чтобы удержать тебя на твердом пути. Повторяю, желаю вам процветания. Цените и уважайте будущее, которое я планирую вам подарить. Вы должны в это поверить, вы должны это принять. Я даю вам жизнь и дыхание, и вы должны принять их с верой, чтобы победить. Все будет хорошо, все разрешится. Вот знак, который вы искали. Ты кричал на меня, жаждя ответа, и теперь я здесь, чтобы ответить. С того момента, как ты закричал, из моего небесного царства спустился ангел, неся ключ к твоей свободе. Однако вы необыкновенно особенный. За вашу душу в небесных сферах идет битва. Противник жаждет вашего поражения, ползает в отчаянии и завидует вашей скорой победе. Мои небесные армии сражаются во имя Твое, сражаясь с силами тьмы. Внезапные испытания, с которыми вы столкнулись, не были простым совпадением. Вы должны сохранять бдительность и мудрость, быть осторожными в своей речи, тщательно хранить свои тайны и знать, кому вы доверяете. Враг скрывается повсюду, стремясь поглотить вас, ищет брешь в вашей броне, чтобы сломить вас ложью и предательством.
Многие завистливые люди стремятся стереть вашу веру, наблюдая за обилием благодати, которую я излил на вас, и за чудесным будущим, которое вас ожидает. Вы можете какое-то время терпеть невзгоды, но эти испытания не вечны, они скоро прекратятся. Боль, которая тяготит вас, рассеется, и те, кто обидел вас, придут просить вашего прощения, которое вы милостиво предложите. Вы должны любить их как самого себя, помогая им, насколько это возможно. Однако ваша вера и доверие должны оставаться закрепленными только во мне. Если к вам подходят люди, обещающие величие и великолепие, не увлекайтесь. Никто, кроме меня, не может даровать истинные блага и избавление от зла. Ни у кого больше нет подлинного слова, которое могу передать только я. Если вы измените свою веру в меня и поверите пустым обещаниям обманщиков, ваши благословения разлетятся, как листья на ветру. Некоторые могут никогда не вернуться. Это ваш момент. Пусть ваша вера будет укоренена в этом могущественном слове, вечным и прочным навеки. Приближается момент принятия решения. Выбери мою любовь, мою заботу, мои объятия. Примите решение каждое утро искать меня, чтобы питать себя словом, которое я открываю вам. Я намечаю ваш путь, давая вам повод упорствовать и бороться за него. Вот знак, которого вы ждали. Теперь откройте глаза. Проблемы, с которыми вы столкнулись, исчезнут. Помощь, которую вы так долго ждали, уже в пути, и вы получите необходимые ресурсы. Моя любовь к тебе проявляется сегодня. Я освобожу тебя от этих испытаний. Ты подошел ко мне ближе, и я послушал тебя. Я приношу вам эти обещания, чтобы вы могли принять их с верой. Мои претензии и победа, несомненно, принадлежат вам, дарованы с моего трона моими собственными руками. Очень скоро вы получите награду за всю вашу выносливость, награду за вашу храбрость, похвалу за вашу решимость, венец жизни и многие другие блага. Провозгласите устами и сердцем своим, что вы верите, и получите все это. В комментариях напишите «Верую и получаю, Господи». Даже если вы сегодня устали, не бойтесь. Я здесь, чтобы вселить силу и твердость в ваши ноги, скорость в ноги и смелость в вашу душу. Вы чувствуете в себе эту необыкновенную искру желания, когда слушаете и читаете. Твоя душа наполнена божественным импульсом подняться и продолжать добиваться новых побед. Сын мой, дочь моя, ведь в этом моя суть. Я забочусь о своих детях, и мне грустно видеть, как они погружаются в печаль и депрессию, охваченные мыслями об отчаянии и смертности, а их здоровье ухудшается под тяжестью беспокойства. Я не желаю видеть тебя в таком состоянии, поэтому каждую ночь, когда ты закрываешь глаза и доверяешь мне свой отдых, я буду посещать твои сны, говоря тебе нежным голосом о своей безмерной любви к тебе. Вы больше не сможете терпеть бессонную ночь, вместо этого он будет покоиться с миром, как ребенок. Утром, когда ты просыпаешься, в воздухе, я снова буду там, лаская твою голову и готовя твой дух к подъему с твердым намерением принять счастье. Грядет волнующее семейное примирение, и вы встретите новых людей с чистыми намерениями. Ваша жизнь будет двигаться вперед, вы больше не будете жить печалью прошлого. Я освобождаю тебя от рабства и страха. Я дарую тебе свободу.
Пообещай мне, что будешь ценить это благословение. Послушай мой голос. Я укрепляю твою смелость. Вы никогда не отступали, и это заставляет меня видеть благородные намерения, живущие внутри вас. Ваша вера в сочетании с вашими неустанными усилиями поступать правильно ярко сияет в моменты триумфа и успеха, когда мои благословения нисходят на вас, наполняя вашу жизнь глубокой радостью. Не забывай возвращаться ко мне каждый день. Даже если ты сильный и смелый, всегда оставайся рядом, как мой дорогой сын, моя дорогая дочь. Я очень хочу, чтобы ты наслаждался моим присутствием, чувствовал мою вечную любовь, окружающую тебя. Ты всегда будешь занимать драгоценное место в моем сердце. Я видел ваши испытания и признаю вашу стойкость. Жизнь нанесла вам несправедливые удары, забросала вам много камней. Я понимаю глубину ваших эмоций, ваших искренних молитв и ваших просьб о руководстве, просвещении и помощи. Ночь может окутать тебя одиночеством и тревогой, но я рядом с тобой, предлагая тебе убежище в моей истине и комфорте. Даже когда ты не видишь меня, я рядом, особенно каждый вечер, когда ты входишь в свою комнату, закрываешь дверь и встаешь на колени возле своей кровати, чтобы помолиться и поговорить со мной. Мое присутствие непоколебимо. Я дарую тебе свой покой, окружаю тебя своей любовью и укрепляю твой дух. Омолодите свою веру. Я на страже, защищаю тебя через своих ангелов, защищаю тебя от страхов, таящихся в ночи. Я основа твоей силы. Когда страх и суматоха пытаются вторгнуться в ваш покой, я тот, кто противостоит им, не давая им взять под свой контроль. Помните, что буря, с которой вы столкнулись, не может затмить величие вашего Бога. Боль может быть твоим спутником в ночи, но радость, которую я приношу, предвещает рассвет. Почувствуй глубину моей любви, прислушайся к моему руководящему голосу и мечтай о самом славном будущем для тебя. Однако знай, даже самые яркие твои мечты – ничто по сравнению с тем, что я приготовил для тебя. Меня ждут вас безграничные благословения, будущее, полное любви, единства, процветания и изобильных возможностей. Держитесь своей веры и сопротивляйтесь господству греха. Стойте твердо, и когда негативные мысли будут беспокоить вас, помните мое обещание и твердо стойте на моем пути. Во времена неопределенности, когда вы не уверены в своих действиях или дальнейших шагах, приходите ко мне в молитве, разговаривайте со мной и погрузитесь в мою любовь. Пусть мой мир проникнет в твое сердце, развеяв все страхи и сомнения. Поступая так, мой сын, моя дочь, будь уверен, что ни один враг не сможет причинить тебе вреда. Я благословлю вас своим миром, дав вам силы принимать мудрые решения в вашем путешествии. Моя любовь к тебе глубока. Я твой отец, твой защитник, твой проводник. Никто не приблизится, чтобы причинить вред. Я постоянно с вами, всегда слушаю ваши молитвы. Я верну то, что принадлежит тебе по праву. Я восхищаюсь вашей стойкостью после бесчисленных несправедливых испытаний и страданий. Я буду продолжать даровать вам свои благословения. Принимайте без страха тех, кто пытается вас запугать. У вас есть привилегия получать слова и идеи, о которых многие не слышали. Оставайтесь сильными, не колеблетесь и оставайтесь сосредоточенными.
Те, кто завидуют вам, увидят ваше благородство. Они пытались заманить вас в ловушку трудностей, сломить вас, говорить о вас плохо, но вы здесь, стойкие в своей непоколебимой вере. Я рад видеть, что вы понимаете, что действительно важно, игнорируя обидные слова и планы ваших врагов. Свет, исходящий от тебя, ослепляет их, и мое присутствие в твоей жизни тревожит их. Моя благосклонность к их дому беспокоит их, и они волнуются от зависти. Спите спокойно, ибо я бдителен, защищая вашу жизнь, вашу семью, ваш дом и вашу работу. Я принесу мир тем, кто противостоит вам, отвлекая их внимание на другие вопросы. Они поняли, что их усилия были бесполезны и причиняли ему страдания. Их собственная жизнь стала хаотичной, потому что они отклонились от моего слова и моей любви. Я предложил им совет по поводу их благополучия, но они предпочли проигнорировать его и дистанцироваться от меня. Однако вы приняли решение следовать моим путем, зная, что ответы и решения всех ваших проблем находятся внутри меня. Вы всем сердцем подчинились моей воле, приняв мое слово с непоколебимой верой. Вы знаете, что не все разделяют ваш путь. Посмотрите на окружающих, многие, возможно, и ценят мою любовь, но их сердца остыли. Они столкнулись с разочарованиями и ошибочно возлагают на меня ответственность. Однако вы другие. Теперь вы понимаете, что ваша радость и ваше будущее не зависят от других. Ваша жизнь и благословение зависят исключительно от моего обеспечения. Я призываю вас продолжать этот путь, потому что с каждым днем вы будете становиться сильнее и выносливее. Даже те, кто когда-то выступал против вас, спросят моего мнения. Вас ждет еще большее благословение. Сохраняйте свою веру и оставайтесь верными. Знай, что я с тобой каждый день. Продолжайте бороться и никогда не сдавайтесь. Я люблю тебя и открыто вознагражу твою веру. Те, кто насмехался над тобой, будут удивлены и пристыжены. Завистники, ожидавшие вашего падения, увидят заслугу доверия вашему всемогущему Небесному Отцу, который глубоко любит вас. Я видел, как ты выдержал множество испытаний, когда противники были такими громкими, что они подорвали твою уверенность, унизили тебя и заставили плакать. Однако его вера осталась чистой, несмотря на эти невзгоды. Она усовершенствовала себя, превратив свою боль в смелость, свой страх в смелость, свою тревогу и печаль в радость. Великие благословения ждут вас на горизонте. Я запечатлеваю эти слова в ваших сердцах, они не забудутся. Каждое утро, когда вы просыпаетесь, эти слова будут отзываться в вашей душе. Вы больше не будете просыпаться в отчаянии и печали. Вы больше не связаны, потому что ваши цепи разорваны. Поверьте мне на слово. Верьте этому всем своим сердцем. Запишите это в свою память. Запишите это и сохраните в своей Библии. В начале 23-го псалма я произнес свое слово перед тем, как заснуть. Закройте глаза и провозгласите: «Иисус, я доверяю Тебе». Вы почувствуете мое присутствие рядом с вами. Господь, мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться. Прочтите весь псалом. Это сообщение, которое я посылаю вам. Следуйте этим инструкциям, и вы откроете в себе силу, о которой никогда раньше не знали.
ты воспаришь, как орел, воспарив к вершинам веры. Радуйтесь новым благословениям, которые я готов излить на вас. Приходи завтра, положи Библию рядом с кроватью, а утром я нежно разбужу тебя, прошепчу на ухо инструкции и направлю. Вам откроются священные слова и чудесные миссии, предназначенные только для вас. Добро пожаловать в царство сверхъестественного. Именно здесь формируется ваша истинная радость. В этом месте ты научишься кротости и смирению, и я дам тебе возможность победить всякое зло, наступать на змей и скорпионов. Не бойтесь, ибо никакого вреда вам не будет. Я открываю дверь в мир чудес. Для меня нет ничего невозможного, а для вас все становится возможным. Твоя непоколебимая вера и непоколебимая вера в меня, даже в твои маленькие минуты, тронули меня, и теперь я тебя воспитаю. Засушливый период заканчивается, начинается сезон сбора урожая. Ваши прошлые испытания были подготовкой к благословению, которое сейчас приближается. Я слышал его крики отчаяния, гадая, когда же он приедет. Еще раз уверяю вас, что исполнение моего обещания находится прямо за вашей дверью. Встаньте и откройте его. Активируйте свою веру. Сделайте первый шаг, чтобы получить благословение с победоносным духом. Не зацикливайтесь на препятствиях, не ищите оправданий бездействию, не позволяйте сомнениям ослабить вашу веру. Ваши таланты и дарования вот-вот расцветут. Здесь, на земле, есть прекрасный сад, и именно там ты мне нужен. Ты больше, чем просто цветок, ты цветущее дерево, дающее тень всем, кто ищет моего присутствия. Я намерен использовать его, чтобы благословить многих, выразить любовь в вашей семье и помочь тем, кто страдает, одновременно проливая дождь процветания. Ваш дом будет мокрым. Приготовься, сын мой, дочь моя, время сбора урожая близко. Увидьте и почувствуйте спелое поле, готовое к вашей победе. Ты один из моих избранных. Я укреплю тебя, я подниму тебя, я удалю из твоей жизни все недостатки и нужды. Но обратите внимание на этот совет. Не уподобляйтесь тем, кто игнорирует мои слова, кто тратит время на пустяки, а затем обвиняет меня, когда их постигает несчастье. Они вечные жалобщики, заговорщики против праведников, завидующие благословениям, которые я дарую им. Плоды предстоящего урожая ваши. Не посылайте других собирать его. Те, кто не ценит мою милость, пропустят мои дары. Защитите своих детей от тех, кто хочет их сожрать. Не позволяйте измельчителю проникнуть в ваш дом. Каждое утро сначала слушайте мой совет. Я дам вам мудрость, чтобы преуспеть и преуспеть во всех ваших начинаниях. Ваш урожай будет обильным. Кроме того, это время в вашей жизни – подготовка к чему-то поистине великолепному. Ожидайте этого и большего от вашего Небесного Отца. Ты страдаешь, тебе нужна моя помощь, моя любовь, которая обнимает и исцеляет, не осуждая, мое утешительное присутствие, которое удерживает тебя в тишине, мое внимательное ухо, которое терпеливо слушает, не прерывая. Признайтесь мне в своем желании, ибо это правда. Ваши силы достигли предела, сейчас самое время осознать свою нужду. За меня ты искал меня в молитве, с верой и искренностью, и именно поэтому я пришел освободить тебя.
Я вижу, что ты и твоя семья путешествуете по бесплодной пустыне, где одиночество подрывает надежду. Ваша душа жаждет любви. Среди частых отказов, идя по этому горящему пути, каждый шаг по горящим камням приносит слезы тоски. Я отождествлю себя с твоей борьбой. Трудно упорствовать в вере в то, что даже посреди этих страданий моя рука крепко держит тебя. Однако я здесь, чтобы защитить вас от тех, кто нападает на вас и причиняет вам вред. Даже если ты почувствуешь себя разбитым и уставшим, я возродю твою волю к жизни. Я укреплю тебя и выведу из отчаяния. Окружающие вас и будущие поколения увидят обильные благословения, которые я изливаю на вас. Я одену тебя в новую одежду и подарю тебе почетный венец. Я выпрямлю твой путь, и твой дом засияет моим великолепием. Испытания, с которыми вы сталкиваетесь сегодня, это всего лишь процесс очищения, подобно золоту, которое блестит только после прохождения через огонь. Вы тоже появитесь сияющими, очищенными от всего, что остается скрытым внутри вас. Уверяю тебя, сын мой, дочь моя, что моя цель в твоем воспитании не в том, чтобы посрамить твоих братьев, а в том, чтобы позволить тебе протянуть руку тем, кто приткнулся. Я призываю вас отбросить гнев, тщеславие, страх, сомнение и неверие. Не зацикливайтесь на прошлом, потому что оно ничто по сравнению с радостью, которая ожидает вас сейчас. Ищите в своей жизни благословения, большие и маленькие, за которые вы можете быть благодарны. Ходи с совестью, очищенной моими добродетелями. Если сегодня ты чувствуешь себя плохо или сомневаешься в своих силах, прислушайся к моим словам. Откройте свое сердце безмятежному миру, который я предлагаю вам, и воспользуйтесь этим моментом, чтобы успокоить свой разум. Я Создатель Вселенной, приказывающий бурным ветрам вокруг вас успокоиться и обрести мир. Угрожающий шепот мира больше не будет вас пугать. Пусть ваша вера останется сильной, а ваше видение ясным. Выбросьте любые достижения, которые вы считаете слабыми. Слушай меня внимательно. Пойми, что только твои силы имеют предел и что тебе нужен мой совет. Соединившись со своей верой и моим всемогуществом, ты станешь неудержимым и с новой силой. Ваш дух нерушим. Откройте себя этому слову веры и позвольте своей хрупкости исчезнуть. Уверенно заявите: «Я сильный», и двигайтесь вперед с надеждой. Продолжайте подниматься на гору, где я буду ждать вас. На этой вершине могут быть реализованы ваши самые сокровенные стремления. Здесь и сейчас самое время принять мою волю и позволить мне работать в вашей жизни. С этого момента тебе суждено летать. Я привел тебя сюда не для того, чтобы отступить, а чтобы расправить крылья и полететь выше. Это земля благословений, которую я приготовил для вас. С этой возвышенной точки зрения вы больше не будете жить в отчаянии. Вы больше не будете спать между тревогой, грустью или унынием. С сегодняшнего дня вы будете жить яркой и активной жизнью веры. Каждое утро, когда солнце открывает новый день, примите решение принять счастье, независимо от обстоятельств. Не позволяйте плохим новостям или переживаниям омрачить сияющую улыбку, украшающую ваше лицо. Всегда помни, ты мой сын, моя дочь. Ты отдал мне все свое существо. Мой Святой Дух живет в тебе. Ты один.
Нет необходимости подражать действиям или словам других. Многих легко расшатывают слухи, их надежды разбиваются и их охватывает страх. Но не ты. Моя бесконечная любовь пребывает в тебе, и твоя вера действительно великолепна. Молитвы и слова огромной силы срываются с его уст. Теперь готовьтесь к полету, потому что вы свободны. Откройте себя счастью и поделитесь со своей семьей этими словами, которые я передал вам сегодня. Моя любовь к тебе бесконечна. Я выведу вас из вашей пустыни, приведя вас к победе и радости, которых вы так желаете. Я делаю это из глубокой любви к тебе, потому что ты мне дорог. Ваша жизнь имеет великую цель. Слушайте внимательно, ведь эти слова, которые вы слышите и читаете, полны истины, а не пустоты. Я понимаю, что эта ситуация принесла вам печаль, и что каждый день находить радость было непросто. В настоящее время вы сталкиваетесь с трудностями, но ваша жизнь вот-вот изменится удивительным и сверхъестественным образом. Было много дней, полных грусти и непонимания, но теперь ваше путешествие по этой пустыне подходит к концу. Мир пытался омрачить его видение и поколебать его веру. Но ты, мой сын, моя дочь, остался непобежденным. Ты выдержал это долгое и тяжелое испытание, и с этого момента я сделаю твои дни лучше. Я верну тебе улыбку. Все вокруг будут свидетельствовать, как моя сила и мощь заметно омолаживают тебя. Моя мудрость поможет вам преодолеть трудности, с которыми вы столкнулись. После этих бесплодных дней на вашем одиноком пути вы почувствовали жажду, усталость и слабость. Однако ваша вера, ваша любовь ко мне и ваша преданность своей семье дали вам силы встать на ноги и продолжать упорствовать. Вы сопротивлялись до конца, и сегодня я посылаю облака, полные особого дождя, живой воды, чтобы благословить вас, целебный бальзам для вашего сердца. Я наполняю твою душу своим духом любви. Завет, который я заключил с тобой, остается в силе. Я всегда слушаю, мое ухо внимательно прислушивается к твоему голосу. Я уделяю вам все свое внимание каждый раз, когда вы приходите ко мне в молитве и призываете мое святое имя. Сейчас вы вступаете в период замечательных чудес и чудес, которые затронут вас и вашу семью. Награда за вашу верность, веру и упорство на этом нелегком пути. Поскольку вы поверили в меня и доверили свою судьбу в мои руки, я вас не разочарую. Моя любовь к тебе безгранична, сын мой, дочь моя. Будьте уверены, мои намерения по отношению к вам добры. Я исполню пожелания, которые вы выражаете. Поговори со мной еще раз, вырази свои самые сокровенные желания, и я выслушаю тебя с небес и исполню истинные желания твоего сердца. Радуйся, сын мой, дочь моя, ибо кончились страдания твои, приближается эпоха победы твоей. Если вы доверяете этому всем сердцем, заявите в комментариях «Да, Господи». Когда собираются тени, не позволяй сердцу твоему тревожиться, ибо я с тобой. Поверьте, и вы осуществите все желания своего сердца. Желания, преследуемые с твердой убежденностью, исполнятся в этом мире. Вы столкнетесь с испытаниями, невзгодами, искушениями и обидами, которые направлены на то, чтобы уменьшить яркость моего присутствия в вашей жизни. Иногда тьма кажется непреодолимой, но будьте уверены, моя любовь и истина возвышаются над этими тенями.
Доверьтесь силе моего света, который затмит каждый фрагмент тьмы, который осмелится приблизиться. Жизненные препятствия могут показаться огромными, а барьеры непреодолимыми, но вы не идете в одиночку. Откройтесь моим учениям, твердо держитесь моих обещаний, и я буду направлять ваши шаги рука об руку. Нам предстоит пройти через испытание этого несовершенного и беспокойного мира. Поэтому, услышав сегодня мои слова, я искренне призываю вас не упускать их из своей памяти. Ваша душа обретет обновление, ваша сила увеличится, и внутри вас возникнет новая сверхъестественная жизненная сила. Возможно, вы не ожидали от меня прямого сообщения. И все же вы здесь внимательно слушаете, и чем больше вы слушаете, тем больше растет ваша решимость упорствовать. Я призываю вас сейчас улыбнуться и признать, что я не забыл вас. Воспользуйтесь моментами тишины, чтобы пообщаться со мной, и никогда не думайте, что вы одиноки. Во мне у тебя есть и отец, и друг, и за это твое сердце должна наполнить глубокая благодарность. Позвольте мне еще раз подтвердить вам, чтобы вы услышали это еще раз: вы никогда не одиноки. Я вселю в тебя свой дух, укреплю твою душу и пропитаю тебя своей любовью. Успех ждет вас во всех сферах вашей жизни. Задумайтесь на мгновение о множестве проблем, с которыми вы столкнулись, о многих битвах, в которых вы участвовали, и о бесчисленных испытаниях, которые вы пережили. Но ты здесь непоколебимый и смелый. Ваша стойкость и решимость глубоко тронули мое сердце. Этим сообщением я обращаюсь к вам, чтобы напомнить вам, что беспокоиться ни о чем. Не позволяйте страху украсть ваши мечты, не стесняйтесь мечтать смело. Столкнувшись с препятствиями с уверенностью, что я здесь, чтобы помочь вам достичь ваших стремлений. Подумайте о его невероятной храбрости, подумайте о обескураживающих ситуациях, которые вы преодолели с того дня, как отдали свою жизнь в мои руки. Ты не проиграл ни одного сражения, так пусть твое сердце обретет покой и продолжит доверять мне. Я знаю, что может быть трудно сохранять спокойствие и верность, когда все кажется хаотичным и тебя окружают конфликты. Но в такие времена, дочь моя, заглуши голоса своих противников. Не поддавайтесь шепоту страха, продолжайте идти, продолжайте верить в мои обещания. Ты очень любим мной. Еще до твоего рождения у меня были большие планы на твою жизнь. Я тщательно слежу за каждой деталью, каждым моментом, всегда присматриваю за вами. Не позволяйте боли поселиться в вашем сердце, и я наполню его радостью. Ходите с видением веры, потому что победа неизбежна. То, что я приготовил для вас, превосходит все ваши фантазии. Моя любовь к тебе бесконечна, и каждый день, когда ты проснешься, я буду напоминать тебе об этом. На рассвете ты снова почувствуешь мое присутствие, ты услышишь мой голос в своем сердце. Когда вы ищете меня, молитесь и приходите высказать свои мысли, я буду настойчиво говорить с вами, даже в те моменты, когда вы не чувствуете желания слушать. Когда усталость и отчаяние одолеют тебя, когда покажется, что твои усилия бесполезны, или когда желание жить и бороться угаснет, я буду рядом с тобой. Ваши сомнения не могут повлиять на меня, я никогда не отстранюсь от тебя из-за твоей неуверенности, потому что моя верность нерушима. Эта божественная любовь была создана для вас, моя миссия и цель, чтобы вы поверили в это и почувствовали это.
Встань на колени и люби меня изо всех сил, потому что именно здесь начинаются чудеса. Сегодня, если ты с искренним сердцем исповедуешь свою веру в меня, я сотворю чудеса и чудеса в твоей жизни. Моя любовь к тебе простирается на вечность, и я поведу тебя путями праведности. Я не хочу, чтобы вы блуждали в темноте, желаю тебе почувствовать себя окутанной любовью и защитой. Это моя воля для тебя. Ваша вера радует меня, ваша вера – это акт поклонения перед моим троном. Когда вы поклоняетесь мне, мир и сила потекут в вашу душу. Продолжайте искать меня, и я поведу вас вперед. Времена могут быть трудными, но я продолжу поддерживать вас. В моменты слабости, когда твоя вера колеблется, даже когда ты чувствуешь себя далеко от меня, я продолжу быть с тобой. Я буду вести вас, держать за руку или нести на руках, если нужно. Вы выразили мне свою любовь, вы считали меня другом, вы уделили мне свое время, и я показал вам свою любовь в ответ. Я неизменен, ты знаешь, я все еще постоянен. В своих испытаниях не пугайтесь трудностей, с которыми вы сталкиваетесь. В трудную минуту не поддавайтесь страху. Ваш всемогущий Бог заявляет, что нет ничего выше моих способностей. Чудесным чудесам суждено произойти в твоей жизни, мой любимый сын. Слушайте внимательно мой голос, сосредоточьтесь на моих словах в этот момент спокойствия и мира. Пусть ваше сердце наполнится стремлением к стабильности, радости и удовлетворению в вашей жизни. Я не желаю, чтобы вас беспокоило то, чего у вас больше нет, время, ускользнувшее от нас, или те, кто ушел, причиняя вам горе и боль. Было время, когда противник пытался убедить тебя, что моя любовь уменьшилась, предполагая, что твои страдания были признаком моего оставления. Но теперь ты чувствуешь мое присутствие и веришь в правду. Я глубоко люблю тебя и уверяю тебя, моя дорогая дочь, что никогда не оставлю тебя. Святой Дух наполнит вас своей великолепной славой и обильно благословит вас, потому что я очень ценю вас. Я знаю, что ты останешься твердым в своей вере. С первых мгновений этого дня я благословляю вас, желая наполнить ваше сердце и душу миром и радостью. Я желаю, чтобы вы чувствовали себя в безопасности, зная, что вы окутаны моей любовью и находитесь под моей вечной защитой. Ваше финансовое положение вот-вот претерпит заметные изменения, будьте готовы принять это с благодарным сердцем и религиозным мышлением. У меня есть силы добиться всего, и я замечательный писатель. Поднявшись на самые высокие вершины земли, я превращу яркий рассвет в самую темную тьму. Бог быстро покажет вам возможность мирового уровня, и вы будете видеть чудо за чудом, пока на ваши молитвы не будет получен ответ. С моей помощью вы сможете выздороветь и выздороветь. Я буду присматривать за своим народом, обеспечивая им безопасность и спокойствие. С вами могут случиться хорошие вещи, оптимальное здоровье, счастье и финансовый успех в стиле 1919 года. Чтобы доказать Слово Божье о том, что чудеса происходят на этой неделе, это новое начало, полное возможностей, удачи и серии чудесных событий. В следующем году, когда 2014 год подойдет к концу, вы вступите в то время, когда ваши молитвы будут услышаны. Глубокое спокойствие и другие блага будут для вас. Получить доступ к большему капиталу путем установления существенных контактов.
У Бога есть для вас особые возможности, вас ждут интригующие сюрпризы. В конце концов, у вас будет желаемый процесс, нужные ресурсы, машина, которую вы хотите, и любовь, которую вы хотите. Будьте уверены, если вы читаете это, не волнуйтесь. Финансовое изобилие, полное восстановление после невзгод, приход любви и реализация самых смелых мечтаний находятся в пределах вашей досягаемости. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в моих молитвах, защитите меня, моих близких и моих друзей драгоценной кровью Иисуса Христа. Господи Боже, благослови и сохрани тех, кто ищет Тебя и надеется на Тебя, когда они сталкиваются с трудными обстоятельствами. Я молюсь всем, кто надеется на чудо. Сейчас это кажется невозможным, но только Бог может сделать невозможное или, по крайней мере, создать путь там, где это кажется невозможным. Я надеюсь, что Бог приложит свою руку к вашим финансам, вашему здоровью, вашей семье, вашему имуществу и вашей вере. Пусть это будет для вас ясным указанием. И если вы лежите в постели, обиженный, подавленный, потерянный и задаетесь вопросом, улучшится ли ваша ситуация когда-нибудь, Бог видит все, что можно увидеть, и готовит для вас путь сейчас. Ваши молитвы больше не будут услышаны, вы поклоняетесь Богу, который делает больше, чем просто слушает молитвы, Он также отвечает на него. Бог дает нам возможность не слишком беспокоиться о вещах. Если что-то есть в Божьем плане, это произойдет, а если нет, мы не сможем это остановить. У Бога есть предопределенный план искупления, поэтому мы можем утешаться, зная, что все происходит не просто так. Боже, я благодарю Тебя за то, что Ты создал меня и так сильно любишь меня, что Ты послал Иисуса умереть на кресте за мои грехи, дав мне прощение. Теперь давайте вместе помолимся этой молитвой, как говорит Господь в 21 час 21 минута, когда мой выбор выходит за рамки того, чему вы научили, примите мое глубочайшее сожаление. Даруй мне благодать любить Тебя и всех остальных безоговорочно. На небесах я с нетерпением жду возможности быть с Тобой навсегда. Что бы Бог ни начал в вашей жизни, Он завершит. Во время подготовки с вами произойдет чудо. Бог пошлет в ваше сердце новое чувство радости и желания. В то время милость и мудрость Божия изумят вас. Вы увидите проявление ответа на ваши молитвы, исполнение Божьих обетований долго не приходило к Аврааму. Более 10 лет ждал и Хосе. Некоторые двери долго не откроются, но Бог готовит вас пройти через них уже сейчас. Когда вы чувствуете разочарование или нетерпение, не забывайте доверять Божьему выбору времени. Хаос наступает, когда события не развиваются с той скоростью, которую мы ожидали. Даже если планы Бога на вашу жизнь идеальны, Он точно знает, когда все должно произойти. Знайте, что Бог всегда с вами, направляя и защищая вас. Это должно облегчить ваше бремя. Он останется рядом с вами, какими бы плохими ни были дела, и вы даже почувствуете себя сильнее и спокойнее, пока Он рядом. Будьте благодарны и благодарны за все хорошее, что произошло на вашем пути. В вашу жизнь придут еще больше чудес, если вы приучите свои мысли быть благодарными. Воодушевляйтесь богатством и красотой вокруг вас и считайте свои благословения. Наконец, имейте позитивный настрой и никогда не теряйте надежды. Верьте, что у Бога большие планы на вашу жизнь,
и что у вас будет много возможностей добиться успеха. Будьте позитивным человеком и открытым для хороших вещей, которые происходят каждый день. Доверьтесь Божьему плану для вашей жизни. Сохраняйте надежду и ищите Его направление. Это принесет радость и удовлетворение в вашу жизнь и подарит вам утешение, когда вы переживаете трудные времена. Скоро начнется новая глава в вашей жизни, и Бог заменит вашу боль, тревоги и проблемы настоящим здоровьем, радостью и спокойствием. Что касается здоровья, отношений, финансов и деятельности, в ближайшие дни вы станете свидетелем заметных перемен. Бог говорит, что Он осыпет вас благами, превосходящими ваше самое смелое воображение. Напишите номер 222, чтобы открыться принятию Его чудесного вмешательства в вашу жизнь. Если вы верите, что Бог обещает вам богатство, здоровье, удовольствие и преображение, освещая ваш путь и направляя вас к жизни, которой вам предназначено жить, тогда уверенно подтвердите, что сегодня вы открыты для получения изобилия любви, восстановления и богатства. Это по праву ваше. Очень скоро умственно, физически, духовно, эмоционально и материально вы будете процветать, удивляя своих противников и принося огромную радость своей планете. Сегодня я сделаю что-то необыкновенное для вашей жизни. Моя любовь к тебе не имеет границ, ты мое самое драгоценное имущество. Приготовься получить качественные благословения, дорогой. Я могу предоставить вам и вашим близким массу преимуществ. В этом месяце небеса словно откроют свои окна и изольют на вас добро, богатство, прекрасное здоровье, радость и счастье могут стать вашими. Когда вы творите большое финансовое чудо, вступая в сезон, наполненный радостью, любовью и большим количеством денег, следующие 3 дня могут быть важными. По словам Иисуса, просмотр этого фильма до конца окажет глубокое влияние на ваше финансовое положение, вашу духовную жизнь и ваши любовные связи. У меня есть способность превратить вашу печаль в радость, ваше разочарование в силу и вашу печаль в удовольствие. Просто скажи мне, как сильно ты ценишь все, что я для тебя делаю, и тогда ты увидишь, как в твоей жизни произойдут удивительные вещи, дорогая. Давайте присоединимся к молитве с дорогим Небесным Отцом. Твоя любовь ко мне была настолько велика, что ты послал Иисуса умереть на кресте и простить мои грехи. Я благодарен и за свой рост, и за вашу любовь. Я ценю твою доброту, твоя любовь ко мне не имеет границ. Ему свойственна мягкость, щедрость и милосердие. Во имя Иисуса Христа я прошу вас обильно благословить меня. Благослови моих близких, мое искусство, мой банковский счет, мое физическое и психическое благополучие, а также мои цели и стремления в отношениях. Даруй мне мир здесь и в будущем. Мой драгоценный Отец, я отдаю Тебе свою жизнь, все мои чувства, идеи и намерения принадлежат Вам. Моя полная и абсолютная вера. Я с Вами согласен, я Вас обожаю и уважаю. Ты мой Бог, и я хочу, чтобы Ты заявил об этом публично. В 2024 году Бог всегда будет со мной и моей семьей. Я уверен в себе, удачлив и нетерпелив. Бог милостив к вам, и до конца этой недели вы получите неожиданную сумму денег из неожиданных источников. Это не будет твоей ошибкой. Выздоровление, качественные изменения, награды и чудеса также произойдут с вами,
и вашими близкими в 2024 году. Если вы действительно захотите принять меня, ваша работа, ваши финансы, ваше здоровье и ваши отношения резко улучшатся. Пожалуйста, знайте, что я способен творить чудеса и даровать вам соответствующие вещи, которые исправят ваши разрушенные отношения, восстановят ваше физическое здоровье и откроют двери возможностей. В течение следующих 12 часов подготовьтесь ко многим конкретным вещам, которые я могу вам предложить. Для этого напишите 111. По словам Бога, Он хочет, чтобы вы знали, что Он совершит великие дела и сделает невозможное возможным. Даже когда ты чувствуешь безнадежность, я могу превратить твою печаль в радость и наполнить желанием. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне и повторите эту молитву: «Дорогой, Иисус, Ты моя скала, и я молюсь, чтобы Ты вернул здоровье моим близким. Сейчас больше, чем когда-либо, я верю Твоему Слову. Я могу обрести любовь, покой и настоящие вещи, которые действительно принадлежат мне. В этом году чудеса могут произойти именно тогда, когда я этого захочу, и вся моя семья сможет поправиться». Вы можете думать, что ваша жизнь идеальна, если у вас больше денег, отличное здоровье, безграничная радость, неожиданные преимущества и настоящая любовь. Мой дорогой малыш, я осыпаю тебя неограниченным количеством подарков, чтобы ты мог испытать больше счастья и финансового успеха. Помните, я тот, кто дает акции и преимущества. Все, что я вам обещал, не поддается разрушению, блокировке и удалению. Сохраняйте свою веру сильной. Одно за другим я буду осыпать вас преимуществами и чудесами. Моя любовь к тебе безгранична, и мое присутствие всегда присутствует. Всегда помните, что я доброе и милосердное божество. Вы мои возлюбленные дети, и я хочу, чтобы вы продолжали верить, молиться и говорить мое слово, чтобы вы могли видеть знамения и чудеса. Я хочу поделиться с вами 3 вещами, о которых Бог хочет, чтобы вы подумали прямо сейчас. Присоединяйтесь к Его лагерю в сложных отношениях, Он будет там, чтобы помочь вам. Есть проблема. Бог уже работает, и вам просто нужно это признать. Какими бы ужасными ни были для вас вещи, Он каким-то образом сделает их лучше. Вы и ваши близкие будете благословлены, и Он облегчит вашу боль. Даже когда вы чувствуете, что не можете двигаться дальше, Бог даст вам необходимую силу. Даже если вы чувствуете себя подавленным, Он сделает вас счастливым. Он проложит вам путь, даже когда это кажется невозможным. Вы собираетесь вступить в совершенно новую эру невообразимого богатства, свободы и успеха. Господь обещает, что на этой неделе ваши финансовые ресурсы будут ежедневно увеличиваться, обеспечивая с избытком вас, вашу жизнь, ваших близких и даже ваших внуков. Вторая половина следующего дня будет иметь решающее значение для нововведений и чудесных событий, которые произойдут. Будьте готовы получить ответы на свои молитвы, вскоре соответствующее здоровье, богатство и любовь могут хлынуть в вашу жизнь, как проливной ливень. Вооружитесь чередой триумфов, успехов и достижений. Ваши благословения будут умножены Богом. Эта неделя является примером безграничных возможностей и чудес, которые меняют жизнь, которые дарует Бог. Повышение качества жизни уже не за горами, так что будьте готовы. Следующие 12 часов принесут рост любви, укрепление веры.
укрепление сил и избыток богатства, точный потенциал здоровья, обильное богатство и любовь принесут вам огромную радость. Возможно, вы сможете оплатить все свои расходы и отказаться от своих обязательств. Ваша личная жизнь будет процветать, а финансовое положение улучшится. Бог осыпает вас бесконечными благословениями, здоровьем, любовью и процветанием. Чудо вот-вот произойдет, и вы первыми испытаете чувство ни с чем не сравнимой радости, превосходящей все, что вы когда-либо знали. Чудеса произойдут именно тогда, когда ваша семья в них больше всего нуждается, и я всем сердцем поддерживаю ваше неожиданное выздоровление. Дорогой Отец, давайте объединимся в молитве, чтобы любить меня несмотря ни на что и исправлять мои ошибки. Я вечно благодарен. Когда моя любовь к Тебе вступает в противоречие с моей любовью к другим, я прошу Тебя простить меня и помочь мне подумать о нуждах людей. Среди невзгод и жизненных бурь знай, что я рядом с Тобой как верный спутник, защищающий Тебя от опасностей, которые может принести тьма. Доверьтесь моему совету, и я уверяю вас, что вы выйдете победителем из этих трудных времен. Под моей направляющей рукой нет места страху, ведь вам суждено достичь великой и уникальной цели. Я тщательно проложил для тебя путь. Исследуйте самые глубокие тайники своего сердца, чтобы обнаружить свою истинную страсть. Развивайте свои таланты и дарования, и я помогу вам выполнить вашу миссию в этой жизни. Прошу вас не вмешиваться в ненужные дела. Помните, что материальные блага временны, а любовь, вера и надежда вечны. Так что не позволяйте себе отвлекаться на мелочи мира и сосредоточьтесь на своей судьбе. Сохраняйте непоколебимую веру и сопротивляйтесь жизненным искушениям. Многие отвлекаются на поверхностное, упуская из виду то, что действительно важно. Однако вы остаетесь верны своим основным ценностям – любви, состраданию, справедливости, смирению, честности и благодарности. Эти качества превратили его в светоч честности, позволив ему жить в мире с самим собой и окружающими. Мой дорогой друг, всегда остерегайся самоуспокоенности. В вашем путешествии этому нет места. Будьте активны и готовы ответить, когда вас об этом попросят. Эта подготовка не только поможет вам справиться с трудностями, но и позволит вывести тех, кто заблудился в тени, к свету. Так что будьте смелыми и смелыми. Не отступайте от своих убеждений и стремления к своей мечте, даже когда жизнь становится трудной и проверяет вашу веру невзгодами. Оставайтесь сильными и двигайтесь вперед, преследуя мечты, которые горят в вашем сердце. Помните, если вы чувствуете, что вот-вот упадете, позвоните мне, и я приеду за вами. Я позабочусь о том, чтобы ваши шаги были твердыми и безопасными. Доверься моей силе. Верьте в силу веры, и вы достигнете желаемого. Каждое испытание – это возможность для личностного роста и формирования характера. В самые трудные времена ваша истинная сила проявится, а ваша решимость осветит путь вперед. Сохраняйте свою веру твердой и непоколебимой. Если вы чувствуете себя растерянным или потерянным, спросите моего совета. Я всегда здесь, чтобы выслушать вас и направить вас по пути к большему благу. Просто поверь, и ты увидишь, как твои мечты сбываются, дорогая. Продолжайте упорно молиться и погружаться в мои учения.
Знайте, что добродетель настойчивости неизмерима. Благодаря этому вы преодолеете даже самые большие препятствия. С моей помощью вы достигнете вершины горы, чтобы полюбоваться великолепным и обширным видом. Плоды вашего труда не только обогатят вашу собственную жизнь, но и осветят путь другим, направляя их в пути. Ваши победы будут подобны питательным семенам, которые прорастут и станут благословением для будущих поколений. Продолжай двигаться вперед с непоколебимой решимостью, сын мой, дочь моя. Продолжайте, мои возлюбленные, смело и решительно. Не позволяйте сомнениям потрясти вас или отбросить назад. Каждое преодоленное испытание, каждый разрушенный барьер свидетельствует о моем присутствии и бесконечной поддержке, которую я предлагаю. Когда путь станет трудным, помни, что мой дух – это свет, освещающий путь перед тобой. Еще раз обращаюсь к тебе, дорогая. Будь настороже. Оставайтесь сосредоточенными и не бойтесь битвы. Жизнь может быть трудной, но у вас есть сила, превосходящая человеческое понимание. Доверьтесь мне и продолжайте идти. Ваш труд и преданность делу определят вашу судьбу и будут звучать вечным гимном на протяжении веков. Аминь. Знай, блаженный сын, блаженная дочь, что такие минуты общения и единения бесценны. Я чувствую себя глубоко счастливым, когда вы находите время находиться в моем присутствии и слушать мои слова. Всегда помни о безусловной любви, которую я испытываю к тебе, превосходящей всякое человеческое понимание. Я был бы еще счастливее, если бы ты захотел остаться в моей компании еще немного. Для этого просто нажмите на видео, которое появится на вашем экране. Я буду там, жду тебя.